Слова особой благодарности Рауль Хаджимба выразил тем, кто с первых дней начала вооруженного конфликта прибыл в республику, чтобы бороться за свободу и независимость народа, добровольцам, занявшим особую нишу в тернистом пути абхазского народа к заветной победе. Когда Абхазии было нелегко, вы все эти времена, ни один практически день, ни мы не оставались без вашего внимания. Мы горды тем, что у нас такие есть братья, и мы горды тем, что вы вместе с нами ковали эту победу, и для нас важно и в будущем выстраивать все отношения, которые позволят нам сохраниться всем вместе, для того, чтобы не было больше войны, не было тех трудностей, которые заставили нас объединиться для того, чтобы выиграть и сохранить свои народы. Президент выразил благодарность руководителям добровольческих организаций за приезд в дни 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, на что гости вновь поздравили главу республики с этой значимой в истории народа датой. О важности динамичного развития Абхазии с Российской Федерацией глава республики говорил уже на следующей встрече с делегатами Государственной Думы. Отношения с Российской Федерацией развиваются, они для нас очень важны и нужны. Нам важно выстроить в соответствии с теми решениями, которые были заложены в предыдущие годы, предыдущими руководителями Абхазии с российской стороной. Все те соглашения, которые подписаны за все эти годы, реализовывались бы сполна, потому что мы видим в этом достаточно эффективное и полезное действие. Руководитель делегации, депутат Госдумы, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками Юрий Мещеряков поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием. Он отметил, что отношения между странами и развиваются в положительном ключе. Вместе с тем отметил, что к судьбе республики как он, так и его коллеги относятся неравнодушно. Мы только за последние полгода ратифицировали 2 соглашения по Абхазии, вы эти знаете. Это касается и правоохранительных органов, это касается социальной сферы. И надо сказать, что во всех этих делах главным застрельщиком выступает наш комитет, потому что он самый близкий комитет ко всем странам СНГ, к нашим соотечественникам. Тема Абхазии звучит очень часто на заседании комитета, независимо от того, там присутствуют, не присутствуют ваши представители, либо это работники МИДа, но мы затрагиваем тему так же, как Северная, Южная Осетия, потому что для нас эти территории очень близки. Слова поздравления от главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темирязова уже на следующей встрече передал глава делегации, председатель парламента Александр Иванов. Он отметил, что этот день празднования победы в Отечественной войне важен для народа Карачаево-Черкесии, как и для самих абхазов. Хочу от имени главы республики Рашида Борисовича Темирязова поздравить вас с великим праздником на абхазской земле. Мы радуемся вместе с вами, празднуем вместе с вами День Победы сегодня. И 25 лет – это дата очень знаменательная. И за эти 25 лет в Абхазии произошли очень большие перемены, сдвиги к лучшему, экономика развивается. Рауль Хаджимба в свою очередь отметил, что народы Абхазии и Карачаево-Черкесии неразрывно связаны братскими узами, и трепетное отношение братского народа к судьбе абхазов вызывает глубокую признательность. В честь 25-летия со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии глава республики наградил ветерана, добровольца из Карачаево-Черкесии, ныне депутата парламента и члена Союза абхазских добровольцев Заура Дзугова медалью за победу. Медаль за победу из рук президента Абхазии также получил доброволец из Кабардино-Балкарской республики Асланбек Ахохов. В беседе с делегатами из братской Кабарды Рауль Хаджимба подчеркнул, что поддержка этого отважного народа, как и других братских народов Кавказа, дала основательный толчок к победе. А имена военачальника Султана Сосналиева и лидера горских народов Кавказа Муссы Шанибова золотыми буквами вписаны в историю народа. В период войны многие ребята, которые через горные тропы переходили к нам и становились в наше тогда еще первое время ополчения, а потом уже и вливались в наши подразделения, создали возможности для того, чтобы Абхазия сохранилась. Мы не можем забыть
И это не вправе сделать абхазский народ. Руководитель администрации главы Кабардино-Балкарской республики Мухаммед Кадзоков отметил, что кабардино-балкарский народ был и будет рядом на защите интересов братского народа. Мы всегда были рядом, будем рядом, следим, как страна развивается, отмечаем успехи ее на строительстве для всех категорий населения. И мы всегда будем поддерживать эти высокие отношения. И в планах у нас при смене руководства не меняется. Я просил бы это чтобы и новое руководство республики просило передать, что не будет никакого изменения в курсе, наоборот, будет углубление наших отношений. И я официально приглашаю вас в гости в Кабардино-Балкарию для того, чтобы мы могли на новый уровень поднять наши отношения. А сегодняшний праздник нам очень понравился парад. Но самое главное, нам понравились лица людей. Они полны оптимизма, они полны такого духовного подъема, который нельзя ничем заменить. Представители Кабардино-Балкарской республики, как и делегаты, с кем президент встретился ранее, обменялись памятными подарками. Мухаммед Кадзоков преподнес Раулю Хаджимба картину с великолепным видом на одну из высочайших гор Кавказа – Эльбрус. Рауль Хаджимба также принял делегацию с Донецкой Народной Республики, представителя парламентского собрания Союза Белоруссии и России Сергея Стрельченко, а также российского государственного деятеля Сергея Бабурина. Асида Малия, Раму Камки, Абхазское телевидение.